Рой Медведев, о котором писал Абдурахман Авторханов в своих работах, как сегодня пишу я об этом, но прошло с этого, я вам скажу, с 70-х годов. Абдурахман Авторханов писал про Роя Медведева. Рой и Жарес Медведевы. Рой Медведев умер в 101 год ему было. Хорошо пожил КГБшный стукач и доносчик. И вот смотрите, Абдурахман Авторханов в своих работах, в статьях неоднократно обвинял Роя Медведева в том, что тот является агентом или литературным сотрудником КГБ, лжедиссидентом и провокатором. Сегодня я их называю симулякрами. Абдурахман Авторханов называл их лжедиссидентами, который доносил, хороший русский, на настоящих диссидентов и играл роль подконтрольного оппозиционера для дискредитации подлинного диссидентского движения. Эти обвинения звучали в 1970-х, 80-е годы в иммигрантской прессе и книгах Абдурахмана Авторханова. Давнишним литературным сотрудником КГБ называл Роя Медведева Авторханов. Еще в 70-х годах угадал в нем лжедиссидента и доносчика КГБ на действительных диссидентов. Это сегодня как раз делают вот эти супер, которые бьют себя в грудь. Они там супер, они сперва ваххабисты, потом ичкерийцы, потом кем угодно. Главное, чтобы их там в ПАСЕ приняли, что угодно с ними там было, вот они есть здесь. Медведев редкий мастер в искусстве политического хамелеонства. Он издал в Америке книгу об ужасном волюнтаристе и субъективисте Хрущеве, а теперь называет его отцом оттепели, героем 20-го съезда и предшественником перестройки. Авторханов относил к провокаторам КГБ обоих братьев Медведевых, Роя и Жореса. Одна из известных статей Авторханова носит название на английском языке Р. Медведев, клеветник или провокатор, где он прямо обвиняет Медведева в провокации и работе на КГБ. Рой Медведев отвечал на эти обвинения, отвергая их как клевету и связывал с личной неприязнью Авторханова. Знаете, есть такой блогер Тумсо Абдурахманов и его брат. Это два преступника, страшных преступника, которые занимались переводами чеченской речи для русских оккупантов. Они работали, вот этот старший Тумсо Абдурахманов работал в ГУП. И он был заместителем в этом во время геноцида, активной фазы геноцида чеченского народа. Работал у него начальник непосредственно был Докцаевсу, Язеччин фамилия, вы все уже это знаете, друзья. И вот этот мерзавец и подонки, вот эти подонки, как Рой Медведев, вот эти братья, они сразу ассоциируются с ними. И вот они меня спровоцировали. Для меня это все было в новинку. Человек, который сбежал, я ему помогал, сбежал, я писал там про него, там говорил, привлекал внимание. Якобы у него борода, там из-за бороды пострадал, там туда-сюда и все такое. И в итоге для меня было в моей голове не умещалось, что люди могут вот так откровенно быть предателями чеченского народа. Это преступники, страшные преступники. У нас в основном все погибали от телефонных прослушек. И вот переводами занимались вот этот старший брат Тумсо Абдурахманов. Мухаммед Абдурахман здесь находится. Они здесь каким-то путем здесь проводят какие-то операции, там деньги выманивают у Кадырова якобы, а на самом деле финансируют. И в этом им помогают немцы, немецкие там спецслужбы где-то что-то там делали. Я все детали не знаю, просто не буду особо огульно обвинять, но в этом фактически перевели деньги, как будто там он борется с Кадыровым и так далее. Это все одна система. Система КГБ СССР, ФСБ. Все и военные, и КГБшники, и полицейские, все входят в эту систему. И мне вот эти Абдурахмановы, братья Абдурахмановы, напоминают вот этих братьев Медведевых. Братьев Медведевых, Роя и Жареса. И когда я разоблачил его, я понял, что Тумсо Абдурахманов работает на Русню, он враг чеченского народа, предатель чеченского, хотя, может быть, он и не чеченец вовсе. Он спровоцировал меня на конфликт. Понимаете? Он спровоцировал просто на конфликт. По мелочи какой-то. Натравили всех троллей на меня. И я ответил. Попался на удочку, на крючочек, на приманку, которую закинули. И потом фактически получилось, что я, Шмаков, его начальника звали Шмаков, ДРС Лемонас, что я не из-за того, что он агент российских спецслужб и враг чеченского народа, а из-за того, что личная неприязнь. И вот сегодня, составляя этот текст, который я вам сейчас прочитал про Роя Медведева, который обвинял Абдурахмана Авторханова
клевете и связывал это с личной неприязнью. Фактически они сделали так, что я разоблачил агента российских спецслужб, но спровоцировав, поддавшись на провокацию, на конфликт, выставили они меня, как будто я это делаю из личной неприязни. Хотя личной неприязни у меня быть не может к нему. Понимаете, абсолютно. Вот таких очень много сейчас. Тогда, может, посложнее было сюда засылать. Сейчас просто через одного здесь можно смело брать и депортировать. И поэтому я, когда еще читал Абдурахмана Алтархану, по-моему, это было от Хрущева до Горбачева, по-моему, называлась эта книга. От Андропова до Горбачева, по-моему. И там он как раз пишет про Роя Медведева. И я тогда понял, когда Рой Медведев отвечает ему, что клевета, потому что личная неприязнь у Алтарханова к Медведеву, я понял, ага, вот, значит, что со мной они сделали. Вот как они делают. Если вы выявляете какую-то агентуру, они вас провоцируют, понимаете, провоцируют вас, у вас возникает конфликт, и потом вы это делаете не потому, вы разоблачаете не потому, что это агент российский, а потому, что у вас личная неприязнь. И все, и ваше мнение, ваши доводы, ну, на 90% теряют свою значимость, потому что, значит, у вас есть другой мотив ненавидеть этого, не любить этого человека.